Друзья, всем большой привет. Первым делом, пока не уплыли, хочу показать. Вот, плывут лебеди. Раз, два, три, четыре, пять или 6 штук, не знаю, берет, не берет эта камера. Но глазам видно, вон, как катеры, белоснежные катера. Вон, 6 штук. 6 белоснежных лебедей, здоровенных. А у нас большие изменения в погоде. Вчера проверки не было. Вчера до обеда успели только-только вспахать огород брату. Как началось? Полил сначала дождь, потом ураган с дождем, огромной силы ветер, ломал деревья. Повалило у меня холодильник, вот во дворе коптильня стояла. На бочке коптильни 2 года стоял шифер, прижатый железным листом, тоже сорвало и уронило прямо на наши тюльпаны. Сейчас, если не забуду, на обратном пути сделаю кадры. В общем, ураган наделал делов. Сегодня продолжает поливать ливень. У меня сегодня рабочий день. Вчера продольники проверены не было. Ну, рано утром только вот проверил, и все. Больше суток они уже не проверены. По воде у нас вот такая ситуация. Несмотря на проливной ливень, вот, упала вода примерно на полметра примерно. Давайте сразу отметим, потом посмотрим, сколько после дождя, после рейса убывает вода. Вон сколько воды, представляете, да? Сколько дождя выпало, сколько осадков выпало. Мне кажется, все равно уровень воды должен или остановиться, или будет опять подниматься. Ну что, дай бог, чтобы во время рейса и во время проверки не было дождя. И мы посмотрим, что у нас попало на наши продольники за сутки, больше суток уже. Лето закончилось, на календаре 15 июня. Но в принципе грех жаловаться. 2 недели мы видели лето, было тепло, даже местами было жарко. Позавчера вот жарило до 30, а сейчас вот такое резкое похолодание, резкое изменение погоды. В общем, поехали. Пару кадров для тех, кто писал, что у меня вот такая классная работа. Да, и классно, если погода нормальная, но мы работаем в любую погоду. Самое главное, чтобы воды не было. Ой, волны. Большой волны. А так, сейчас вот на данный момент ливень. Жесткий просто ливень. Добавил газ, потому что просто бьет по лицу. Рулевое управление до сих пор не сделал. Жестковато немножко, но ничего. Нормально. Не впервые, не сахарные. Не растаем. В один поселок уже груз дали. Осталось еще 2. Если бы не плащ парка, я был бы уже напрочь сырой. Спасибо Максикоду. Ну вот и все сделано. Досталось, конечно, мне сегодня капитально. До сих пор вот продолжает моросить дождь. Полдня поливал просто сильный ливень. Спад воды у нас остановился. Вот за полдня как вот, ну может быть полсантиметра где-то вода упала. За полдня. Возможно, она будет прибывать, потому что вот пена отходит от берега. Ну, от таких дождей неудивительно. Все, замерз, сегодня окоченело, лето кончилось. Работа проделана. И давайте приступим к самому приятному. Это к проверке наших продольников. Правда, надежды мало. Так, где-то здесь у нас должна быть
Пятишечка, наша пятишечка. Вот она, вот она. Сейчас немного возьмем живцов. Хорошо, когда есть запас. В такую погоду, если бы не было живцов, поймать их было бы практически нереально. Потому что живцы возле берега гуляют только в солнечную погоду. А в такую погоду их возле берега не найти. Но у нас запас есть. И это хорошо. Все. Сколько живчиков. Несколько штук подохло. Но это ерунда. Основная масса живая. Все, ладно. Поехали. Поехали, проверим наши продольники. И домой сегодня у нас. В барабане улов у нас уже есть. Позавчерашний. Поймали. Так, с ветром сегодня будет немножко неудобно, но что делать? Проверить надо. Больше суток у нас уже этот продольник. Продольники не проверены были из-за непогоды. Главное, чтобы не было того урагана, что был вчера. Ну, что-нибудь осталось? Нет. Что-то даже дергает. Что-то даже дергает. И это что-то у нас, конечно же, язь. Язь. Раз. И там в конце вроде бы что-то еще есть. Ладно. Так. Молодец. Молодец, ездец. Попал капитально, за носяру. Да еще загрузил. Так. Начало есть. Начало есть. О, лодку разворачивает как. И там еще что-то у нас есть. Не знаю, дойдет, не дойдет. Еще один язь. Опа. Да, ёшкин кот. Был наш. Наш. Блин, волну так неудобно проверять, это капец. Ну что делать? Делать нечего. Так, все. Первый продольник, сразу два язя. Отлично. Энскаден. Второй продольник. Так, натяжечка есть. Вижу язя. Язя. Блин, ёшкин кот. А когда на море качка и бушует ураган, ох, там второй. Приходи ко мне, морячка. Чка. Я тебе любовь отдам. Не любите, девки, море, а любите моряков. Море вам приносит горе.
А моряк любовь. А когда на море качка, и бушует ураган. Приходи ко мне, морячка, я тебе любовь отдам. Второй есть. Там, походу, еще один есть. Ух, всю губу уже порвал. Оставалось совсем немножко. Сюда иди. Мой сладкий сахар третий. Ну, когда неплохо. 3 озя осталось. Сутки не проверяли. Больше суток. Отлично. Отлично. Если честно, я думал, будет хуже. Все хорошо, друзья. Ставы сбур. Мотыляет конкретно. Так, что у нас здесь? Опачки. А здесь у нас нет. Что-то вроде бы есть. Или нет? Один. Есть, он хороший мой. Ёшкин кот. От точка сиганул. Я уже думал, уйдет. Что-то есть. Хариус. От Янскаден. Хороший харюзок. И еще что-то есть. И озек. Ну, где-то там. Вот так вот. Отлично. Янцикадан. Ну вот как-то вот так. Он такой вот синевой отливает, харюзина. Хариус тоже бывает, нет-нет, да поклевывает на малька. И вот Янцикадан повезло. Вот такой вот харюзец. Заглотил капитально. Вот, улов растет. Так. Есть.
язёк. И там, походу, еще хрюзок. Кулома. Раз. Полезай в кузовок. Ну что, нормально? Улов растет. И это здорово. Раз. Ну вот и крайний продольник у нас на сегодня. Так, что-то есть, есть хороший, что-то язь, хороший язь, и он там походу не один. Раз, один на месте, один на месте. Так, где-то там второй на месте. И там еще один окунь. О, два кабанчика. О, какие они, Янскадан. Ну, порадовал крайний. Больше суток не проверяли, и они дождались. Молодцы, красавцы. Янскадан. И там еще где-то был окушок. Окунь, нормальный окунь. Правда, кулома. Блин. Погиб поэт, невольник чести. Так, кто-то еще звонит. Не вовремя. Ладно, друзья. Пока выключаемся. Подведение итогов возле барабана. Так, первым делом бросаем якорь. Опа! Так, как мы видим, вода еще немножко упала. Малечки. Так, с мальками потом разберемся. Пойдем посмотрим общий улов, какой у нас получился. Общий улов. Наш барабан уже почти на суше. Ну, я так думаю, воды язиком нашим хватило. Больше суток. Результат тут 3 проверок, наверное. Как закинули, 2 язя было, потом 3, ну и потом вы сами все это видели уже. Так, ну, опачки. Живехенькие. Вон такая красота.
Ну. Так, не знаю, сколько там штук. Ладно, это не важно. О, какие лапки. Тихо. Один есть только Кулома. Остальные все живые. Так. Ну вот, если раньше мы за одну проверку ловили столько, здесь у нас за 4 проверки. За 4 проверочки. Тихо. Ты куда пошел? Куда пошел? Хватит, нагулялись уже. Так, все. Ну как-то вот так. Уже не та рыбалка, что была до поднятия воды. Но, как мы видим, без рыбы домой мы не поехали. Рыбы поймали, поймаем и дальше, потому что продольники у нас стоят. Сегодня вечером приедем домой, затопим баньку, тудым-сюдым, и все будет хорошо. Если не будет большого ветра и не будет дождя, то сегодня вечером уже посмотрим наши продольники вместе с вами. Так что надолго не прощаемся. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Ну вот и наступил вечер, 15 июня. И как я вам сегодня днем обещал, показываю последствия урагана. Вот какой тяжелый лист железный и кусок шифера было. Блин, не поднять, неподъемный, нет. Его скинуло и уронило прямо на наши тюльпаны. И вот здесь вот лежал кусок шифера. Там лежало железо, вот шифер разломало. И половина тюльпанов вот просто раздавила, придавила шифером. Не знаю, восстановится, не восстановится. 2 тюльпана уже осыпались. Вот раз, два, третий. Некоторые еще только бутоны раскрываются. В общем, вот такая небольшая беда. Скоро мариамоль зацветет. И там вот, как мы видим, за картофельным огородом стоял холодильник, который я приготовил вместо коптильного шкафа. Тоже его уронило. Очень многих в деревне посрывало крыши. Коньки на крышах. Вон. От цветущей черемухи ничего же не осталось. За 2 дня все поменялось. Зато как, смотрите, выросла трава. Если 2 дня назад, когда мы закинули по новой продольники, я говорил, трава по колено, то теперь вон, вот. Ага, видно, да? По пояс уже. Это за 2 дня. Все. Лето кончилось. Черемуха отцвела. Не знаю, успела, не успела она завязаться. Но та красота, которая была у нас 2 дня назад, все закончилось. Закончилось тепло, закончилась жара. Наступила осень. Но это, конечно, не так. Будем ждать тепла. Ладно, посмотрим, что нам даст вечерняя проверка. Погнали. Вот еще пару кадров последствия ливня. С дороги вымыло всю грязь. Просто здесь был вот бурный поток. Здесь был поток, вот примяло травой. Здесь просто тек ручей. И вот здесь был целый горный поток. И смотрите, вон тропу размыло. Полностью стала вот такая вот глубокая канава. Вы представляете, какой бурлящий поток сегодня здесь был? Это как раз то время, когда я делал рейс
Во время рейса этот ливень шел. Повалило несколько деревьев в деревне. Коньки посрывало, шифер. В общем, ураган с ливнем дал жару. Так, тем временем мы подходим к реке. По идее, вечер, да? Можно было просто сходить в баньку, взять пенного напитка и с соленой рыбкой сидеть, коротать вечер дома. Ну, я так думаю, часик времени на воде проведем, хуже не будет. Заодно и рыбку поймаем, и наживем свежими живцами, чтобы завтра уже опять проверять. Вот у нас, как мы видим, вода за полдня опять же упала. Лодка опять на суше. Несмотря на ливневые дожди проливные. Вон. Это мы метку делали утром. Или днем уже, да. Вот. Опять насколько упала вода. Опять меняем метку. И завтра посмотрим. Нашу раколовку никто не лезет. Ну и бог с ним. Запас живцов у нас есть. На сегодня хватит. А завтра возьмем мальков с основного запаса. Ну все, погнали. Холодный не хочет ехать. Хочет. Ну что, поехали. Первый пошел. Так. Есть натяжечка вроде бы. Нет? Вроде что-то чувствуется. Это один окушок. И там, да, язь. Есть язёк. Раз. Ну вот. Начало есть. Вот такой вот язёк. У нас в республике уже все, начались белые ночи, так что можно проверять всю ночь. И вот такой вот небольшой окушок заглотил малька и уже сдох за полдня. Все, наживляем, отпускаем.
здесь у нас тоже что-то есть. На первом крючке окунь. Вот такой вот. Ладно, крепко сидит. На втором тоже окунь, на третьем язь. На третьем язь. На четвертом язь. Раз. Так. И там еще что-то есть. Еще парочка язей. Так, давайте сначала с этими разделаемся. Сначала, чтобы тут ничего не запутали они. А то, если сейчас вытащить все подряд, они здесь в лодке устроят Варфоломеевскую ночь. Раз. Язь. Два язь. Так, давай окуня тоже отцепим. Окунь. Второй. Так, эти у нас на месте уже. Эти у нас уже на месте. Что у нас там еще осталось? Пока еще натяжка есть. Раз. И там еще один. Два. Ну вот. Отличный улов на один продольник, 4 язя и 2 окуня. Пенска-то. Вот это мне уже нравится. И оба два сошли с очки. Ну как-то вот так. Ну, сразу заметно. Дно ведра уже закрыли. Ну а дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем. Ну вот если бы мы сейчас вечером не поехали, поехали бы, допустим, утром, вот эти 2 окуня уже бы сдохли. Во-первых, из 4 язей, ну не знаю, может быть 1 или 2 остались бы на продольнике, остальные бы сорвались. Так что я уже не раз говорил и еще раз скажу: чем чаще проверяешь, тем больше рыбы ты поймаешь. Так что все, что не делается, все к лучшему. Так. Натяжка есть. Язёк. Язёчек. Язёчек, язёчек. Ох ты, как от сачка-то боится. Раз. Полезай. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, а там второй. Второй за ним, наверное, уйдет. Не ушел. Не ушел. Молодец. А зачем тебе уходить? Что там интересного ты не видел? Вот так вот. И раз. И 2. Оба 2. Молодцы. Ну как-то вот так. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда.
Налима-то будем? Нет, сегодня мы в этом сезоне ловить. Увидим, нет налима. А? Нет. Мы увидим только окуня, который проглотил малька. Вот такой хороший окунь. Ну, уже опять же заглотил до желудка. Только-только уснул. Обещал проснуться. И все. Здесь только один окунь. Ну и на том спасибо. Окунь на Печоре тоже есть. Окуня тоже хватает. И скоро, очень скоро мы будем ловить его на спиннинг. Налим, Налим, где же ты, Налим? Хоть одного дай. Налима нет, есть язь. За мотор ушел куда-то. Ох ты. Какой хитрый язь. Так и норовит сквозь пальцы выскользнуть. А не тут-то было. Иди ко мне. О, ушел. Правильно, в сачке можно уходить. Он с очка куда-то гасится. Убегать нехорошо. Вон, все твои друзья в ведре, а ты решил убежать. Какой хитрый язь. Так. Это что такое? Что-то было хорошее. Подняла продольник, закрутилась через веревку. Ладно, потом разберемся, там что-то дергает. Запутали продольник. Что-то было хорошенькое. Что, попробуем? Опа, это что такое? Это что такое? Что за рыба такая? Что-то я не понял. Ясь. Я думал, в темноте щука, что ли, думал. Это просто ясь. Вот такой вот красивенький язычек. Где ты, мой дружочек, красивенький язычек? Все, ушел уже. Молодец. Знаешь, где уходить. Вот Янцикадан. Ставусбур. Иди сюда, иди сюда. Налимчик. Налим. Где ты? Покажись. Так. Налима нет, но походу есть хорюзок. Это что такое? Это что за чудо? Это что такое? Ха, смотрите, вон. Вот прикол. Хариус с кольцом. Заглотил до кишок. Это что за кольцо такое? Ну-ка. Кольцо уже въелось бедному. Вон такое вот колечко.
Как он сюда нашел уже, а? Вон. Это еще раз подтверждает, что Печора превращается в помойку. Он в такое колечко влез, застрял. Это хорошо, что я его сейчас поймал. Так, оставим на память. Он. А так бы он уже весь сжатый, живот, спина. Он бы рос и мучился, и вырос бы уродом. А так мы его освободили от мучений. Отмучился бедолага. Пойдешь на сковородку. Кстати, сегодняшних корешков Валентина уже пожарила. Такую вкусняшку поели с удовольствием. Я думал сделать малосолку. Нет, говорит, давно не жарили, давай пожарим. Я говорю, ну давай. Пожарили, и было все очень вкусно. Уже съели. Ну все, больше никого. Так, нас что-то потихонечку к острову туда тащит. Немножко надо будет выехать. Ладно. Вода падает и течение начинает прибивать туда. Надо выходить на середину. Опачки. Ну, может быть, здесь налим? Налим. Налим. Налим еще. Окунь. Окунь. Вот такой вот красивый окунь. Ну, конечно, далеко до того трофейного, но такой добротный горбач. И еще что-то там дергает. Еще что-то там дергает. Ну, где ты заглотил по самой не балуй. Вот такой вот окунь. И еще что там. Еще что-то там похоже на хариуса. Нет, это еще один окунь. Такой же. Вот такой же. С одной партии. С одной стайки. Янцка там. Полосатики тоже хороши. 2 окуня. Отлично. Опачки. Ну вот и последний продольник на сегодня. Может, здесь налим? Нет, здесь налима нет. Но что-то есть. И это что-то, наверное, язь. Да. Кто же еще идет против течения? Пошел, 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 пошел. Пошел, 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 пошел. Какой буйный, какой хитрый. Раз. А мы тебя перехитрили. Ну вот. Не считал, сколько штук. Если вы считали, то напишите. Тихо, 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 тихо будь. Да, да, да. Ты какой там? 10-й, наверное, по счету. Или больше, не знаю. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Все они мои. Так, ну что? Давайте подведить итоги. Вот и закончили мы вечернюю нашу проверочку. Вечерняя прогулочка у нас перед сном удалась. Это вот столько рыбы. Есть окушки такие красавцы, есть язи. Так, ну треть 20-литрового ведра, я так думаю,
килограмм 6-7 точно есть. Так что без рыбы мы домой не приедем. Я говорю, вот меньше часа и столько рыбы. Утром, если бы мы сейчас не проверили, то утром бы мы поймали намного меньше, потому что часть езей сошла бы, а окуня были бы уже дохлые. Так что чем чаще проверяешь, тем больше рыбы можно поймать. Как-то вот так. Ну, на сегодня все. Увидимся завтра. До новых встреч на канале Конь Рыбак.